Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону стало одним из самых обсуждаемых и резонансных событий прошлой недели. После публикации двухчасового интервью фамилии Путина и Карлсона стали самыми упоминаемыми в многих соцсетях, включая Twitter и Facebook. Только за несколько часов более миллиона упоминаний. В прямом эфире интервью смотрели более 20 миллионов человек, а всего оно ко вчерашнему дню набрало более 300 миллионов просмотров. Во многих мировых СМИ статьи об интервью Путина оказались на первых полосах и на главных страницах сайтов. На этом фоне выделилась позиция телеканала Fox News, где прежде работал Карлсон и откуда ушел, в том числе из-за критики курса США по Украине. Fox News полностью проигнорировал беседу журналиста с российским лидером, а телеканал CNN обрушился на репортера с критикой. Зато печатные СМИ активно подхватили тему. Интервью Карлсона с Путиным, записанное в Москве, является одним из первых случаев за многие годы, когда российский президент согласился дать его западному журналисту, подчеркнула The New York Post. The Wall Street Journal считает, что интервью вышло в поворотное время, когда миллиарды долларов помощи Украине застряли из-за политического тупика в Конгрессе. А The New York Times назвала заявление Путина о возможности мирного урегулирования более прямолинейным, чем обычно. Центральные немецкие СМИ также сосредоточились на фигуре интервьюера. Карлсона назвали ультраконсерватором, сторонником теории заговора, а вот оппозиционное издание Nachdenkseiten позволило читателям самим решать, как относиться к интервью, полностью переведя его на немецкий язык. Кому же разрешено проводить интервью? Почему политическая ориентация вообще интервьюера имеет значение? Обрушились с критикой на центральные СМИ, онлайн-журнал «Телеполис». Представители мейнстримных СМИ должны задаться вопросом, почему они не сидели в Москве и не задавали критические вопросы, отметил автор статьи в «Телеполис». Консервативный американский телеведущий Такер Карлсон провел не просто формальное интервью, а настоящую рекламную акцию для Владимира Путина, пообщавшись на камеру с российским лидером, отметила французская «Ле Monde». Испанская «Эль Паис» назвала интервью информационной бомбой. «Ла Вангвардия» обратила внимание на дружеский тон во время интервью и отсутствие неловких вопросов. Газета указала на готовность российского лидера к переговорам по Украине. Цитата: «Путин, который казался очень расслабленным во время интервью, смог подробно остановиться на некоторых из своих любимых тем: истории, российском жизненном пространстве, религии. Потратил много минут на критику предполагаемого использования США доллара в качестве инструмента борьбы», пишет «Ла Вангвардия». Итальянский YouTube-канал ВТВ назвал беседу, цитата, «интервью века». Сегодня в нашей передаче о ключевых аспектах этого интервью мы побеседовали с руководителем Центра социально-экономических исследований в Абхазии Олегом Домени. Предлагаем вашему вниманию это интервью. Здравствуйте, Олег Несторович. Здравствуйте. Мы уже говорили в передаче о том, что большое внимание различных СМИ и вообще мирового сообщества привлекло большое интервью, которое давал президент России Владимир Путин журналисту Такеру Карлсону. Оно около 2 часов, даже больше длилось, и огромное количество цитирования идет. Вот как вам кажется, какие основные аспекты интервью вы бы выделили? Что в нем самое главное? Это интервью, конечно, событие в контексте той войны, которая ведется между Западом и Россией, между конкретно Соединенными Штатами и Российской Федерацией. И причем эта война, вот позавчерашняя или недавно, вот это интервью, это тоже следует рассматривать в контексте той информационной войны, которая ведется между Западом и Востоком, между Западом и Россией. Причем информационная война здесь играет чрезвычайно важную роль. При этом надо иметь также в виду, что Соединенные Штаты Америки обладают огромным информационным потенциалом. По оценкам экспертов, тот потенциал, которым владеет Соединенные Штаты, составляет в мировом измерении
примерно 70%. Это на самом деле огромная держава. И потому Соединенные Штаты имеют большое влияние в мире. А вот недавно вот эта передача, это было, значит, колоссальным стратегического характера ударом по авторитету и престижу Соединенных Штатов Америки. Почему? А потому что, еще раз повторяю, они в мировое сознание контролируют. Они влияют на сознание мировое, влияют, потому что сегодня в современном мире вот эта цифровая информация, технология, современная технология, она обладает огромным потенциалом влияния на сознание. Вот почему это стратегический удар по престижу Соединенных Штатов Америки такой передачи, вот такого разговора на мировом информационном пространстве за последние годы не было. Соединенные Штаты Америки были очень и очень спокойные. Они знали, в этой сфере войны они владеют инициативой, они владеют ситуацией. И не ожидали вот такого удара, какой они получили. Как вам кажется, вот в самом начале этого интервью, когда понятно, что чуть ли не первый вопрос касался того, что происходит на Украине, но огромное внимание уделил Владимир Путин именно исторической справке, историческому контексту. То есть в основном вот такая львиная часть этого интервью – это про исторический контекст. Вот как вам кажется, почему? Эта передача, во-первых, разговор журналиста с президентом, этот разговор был необычный. Оба они, и журналист, и президент, как никто другой, открыто черпали из гущи общечеловеческой жизни. А никто из них ничего не придумывал. Журналист надуманных вопросов не задавал. Президент тоже таких надуманных, спекулятивных ответов тоже не давал. Понимаете, откровенный разговор как бы на буху перед Богом. Вот так оба они разговаривали между собой. И никто врать здесь уже не мог, хитрить не мог. Это был предельно откровенный разговор. Причем Карлсон представлял не просто свою личность, он представлял огромную страну, огромный регион, который сегодня воюет и пока инициативу держит в мире. Он пока, Соединенные Штаты Америки, пока не сложили оружие, пока не продолжают войну и пока не рассчитывают на стратегическое поражение России. Но, с другой стороны, президент России ответил, этому не быть. Понимаете? Россия на самом деле последние столетия никакой войны не проигрывала. И она не может проиграть. А трагедия состоит в том, что англосаксы не воевать тоже не могут. Понимаете, это не потому, что Байден такой плохой. Любой Байден, любой Трамп или кто бы ни пришел бы, они должны воевать. Почему? А потому что такой исторический стандарт в психике этого народа, этого региона уже давно сложился. Они считают, они так думают, что это избранный Богом народ. А все остальные должны им служить. Этот стереотип сложился, и отказаться от этого стереотипа они не в силах, не обладают таким критическим мышлением, каким обладал, скажем, Кант. А Россия тоже не привыкла, не защищать себя не может.
Вот часто мы воспринимаем вот этот конфликт, эту войну обычным способом. Это необычная война. Сегодня фактически, как бы Соединенные Штаты или Запад не скрывал бы, они сами не воюют, они сами воевать не могут. Они могут только чужими руками воевать. На протяжении последних столетий так они воевали. Чужими руками. И сегодня они это продолжают. И в этой войне, кстати, Соединенные Штаты ничего не проигрывают. Они выигрывают. Выигрывают деньгами, в долларах, в капитале, в наращивании капитала они выигрывают. Ведь госсекретарь сказал, из той суммы, которую Соединенные Штаты выделяют Украине, 90% остается в Соединенных Штатах Америки. А остается где и как. Военно-промышленный комплекс – это центральное звено экономической жизни вообще. Ведущее звено – военно-промышленный комплекс. И вот это деньги там остаются. Они выигрывают деньги, наращивают свой капитал. Они живут капиталом. Их смысл жизни, их в капитале. Многие наблюдатели, те, которые анализировали это интервью, говорят о том, что в высказываниях президента Путина было несколько сигналов о том, что Россия готова бы рассматривать какой-нибудь мирный вариант, какую-нибудь договоренность. Это вы наблюдали в этом интервью, как вам кажется? Конечно, российский президент умный, мудрый человек, политик, дипломат. Он не может этого не сказать. То, что он говорил, что Россия готова вести переговоры, он правильно говорит, он так и должен говорить. Но здесь при этом следует иметь в виду, но Россия должна вести, может вести переговоры с Западом на равных началах теперь уже. Ведь после падения Варшавского договора Советского Союза Россия оказывалась в состоянии, в ситуации зависимости. А Путин в ответе говорил, что после Советского Союза мы готовы были войти в состав НАТО. Да, вот это интересный момент. Да. Как вам кажется, что было бы, если бы это было возможно? Понимаете, там нужно понимать то время, 90-е годы, то время. Значит, мир состоял из двух полюсов. НАТО и Варшавский договор. Это вооруженные структуры мирового характера. Они противостояли. И тогда человечество уже уставало от этого противостояния. Но Западу тогда удалось перехитрить советское руководство. Но об этом, о том, что они перехитрили советское руководство, Путин этого не говорил. Он не имеет даже где-то моральное право ругать советское руководство. Потому он не говорил. Они перехитрили. Мы, мол, должны создать единое сообщество в интересах человечества, чтобы человечество было объединено. И человечеством управлял единый какой-то центр. Но когда советские руководители, об этом говорил президент российский, предложили, давайте мы тоже войдем в состав НАТО, они сказали нет. Этого торопиться, этого ждать не следует. Почему они отказались? Если Россия вошла бы в состав НАТО, они не могли бы развязать эту войну. А им война нужна. Им война нужна именно с Россией. Понимаете? Если Россия вошла бы в состав НАТО, они не могут пользоваться российскими ресурсами так, как они хотят пользоваться этими ресурсами. Помните, была такая дама, она еще сейчас тоже жива, она была госсекретарем в свое время, Мадлен Олбрайт. Это еще и при Ельцине. Это же, говорит, несправедливо занимать такую большую территорию. И
150 или 200 миллионов нам здесь не надо. Нам вполне достаточно 50 миллионов для того, чтобы вот эти ресурсы мы могли бы получать, добивать и получать. Вот как они смотрят на весь остальной мир, на Россию, они так смотрят. Это территория ресурсов. Олег Несторович, все-таки многие критики этого интервью утверждают, что сама личность журналиста, да, Карлсона, она является такой неоднозначной. То есть это не был все-таки такой западный журналист, у него были довольно лояльные отношения к России, и говорят, что он не задавал неудобных вопросов, и поэтому интервью по большому счету не имеет значения. Вот ваше отношение к такой позиции? Я думаю, что журналист, еще раз повторяю, журналист, на самом деле он известный журналист на Западе, пользуется определенным авторитетом, определенным влиянием. В мире Запада он занимает достаточно заметное место, и он тоже теперь дорожит своим авторитетом. Он не может так, как попало, вести переговоры, какие угодно вопросы ему задавать и так далее. Но он, видно было по вопросам, по своим вопросам, видно было, что он не против Америки, не против Соединенных Штатов Америки и не за Российской Федерации. Он должен играть роль нейтрального человека, и он это сыграл. Он не только в разговоре с российским президентом, он это везде продемонстрирует. В Америке, кстати, такие люди есть. Не все же, скажем, там из Белого дома. В Америке есть профессора, есть ученые, есть мыслители, есть политики. Даже Киссинджер, вот старик Киссинджер, что последняя его фраза была: не стоит нам с Россией воевать. Россия не проигрывает никакой войны. Россия воюет сама, не нанимает солдатов, офицеров и генералов. Сама она воюет всегда. И видите, значит, Киссинджер считается одним из корифеев американской политики. И он не советовал американскому руководству с Россией вести враждебную политику. Олег Несторович, сейчас очень многие возлагают, скажем так, надежды и с интересом наблюдают за тем, что происходит, потому что в Штатах ожидаются очередные выборы, насколько мы знаем. Как вам кажется, вот вы сказали, что любой Байден, условно говоря, будет себя так вести, но может ли что-то поменяться все-таки? Ну, конечно, с одной стороны, все мы хотим, чтобы политика Соединенных Штатов поменялась. Но меняться в ближайшее время вряд ли будет. Они готовы, если даже потерпят, скажем, поражение, они свалят на Европу. Они же Европу держат в резерве. И именно для этого они держат Европу. Значит, американцы тоже не хотят ходить по миру, потерпевшего поражение в войне с Россией. Они смогут убедить. Вы знаете, американское общество теперь уже такое, что там средний американец так думает, так хочет и дальше думать. Европейцы – это сателлиты, они избранные. И потому, если война закончится, а с другой стороны, Россия тоже проиграть не может. Никак не может, независимо от того, хочет это президент или не хочет. Да. И, значит, у американцев есть выход. Это просматривается в их политике, в их отношении к европейским странам и к другим странам. По их поведению просматривается. Они рассчитывают также не только то, что сегодня происходит или завтра будет происходить, а в далекой дальней перспективе, что будет происходить, тоже просчитывают. Да. И есть на кого свалить.
А теперь посмотрите, на что стали похожи европейцы. И, конечно, на них можно свалить, и нужно свалить, потому что они так себя ведут. Понятно. Олег Несторович, большое спасибо за это интервью. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.